Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Коронавирус вернулся. В Абхазии зафиксировано 23 случая заражения коронавирусной инфекцией. Разрушены и забыты о судьбе 3 домов культуры, когда-то процветавших в столице. Калейдоскоп культур, фестиваль «Алтын-Майдан» впервые проходит в эти дни в Абхазии. 30 лет без лифта. Репортаж нашего корреспондента об одном из столичных домов. Президент Аслан Бжаниев встретился с представителями политических партий и ветеранских организаций республики. На повестке дня обсуждение вопроса ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования. Во встрече также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Алхаз Квициния, секретарь Совбеза Сергей Шамба. К обсуждению были приглашены все политические партии и ветеранские организации республики. Участие во встрече приняли председатель ПП Айтайра, депутат парламента Леонид Лакербая, председатель Народного фронта Лаша Сакания, председатель Коммунистической партии Бакур Бейбе, председатель ПП Амцахара Лёсик Цукба, руководитель Сухумского отделения Амцахара, депутат парламента Астамур Герхелия, представитель общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Абаш Эрцаху Адлейба. Президент Аслан Бжаниев рассказал присутствующим предысторию вопроса. Глава государства подчеркнул, что принципиальная и самая главная разница в соглашениях 1995 и 2022 годов заключается в том, что здания и сооружения передаются в собственность России. Земля же как была, так и остается в собственности Абхазии. При этом российская сторона пользуется объектом исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране. Присутствовавшие единогласно поддержали позицию главы государства о необходимости ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования. С 15 по 19 июля в республике выявлено 23 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 15 заболевших из Сухума и Сухумского района, 6 из Будауты и 2 из Учимчиры. По словам главного врача Республиканской санитарно-эпидемиологической службы Людмилы Скорик, ситуация находится под контролем. Главврач СЭС связывает случаи заражения ковидом с проведением массовых мероприятий. Она призывает граждан вакцинироваться и соблюдать социальную дистанцию. Скорик также отметила, что в большей степени заболеваемость вызвана омикроном. Никаких других штаммов в Абхазии не наблюдается. На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находится 8 пациентов. 18 июля в развитии договоренностей, ранее достигнутых в Москве, в Министерстве экономики состоялось расширенное совещание в режиме видеоконференц-связи, на котором обсуждался вопрос ценообразования на нефтепродукты, сообщает Апснепресс. В работе совещания приняли участие коллеги из Министерства экономического развития, Министерства финансов и Министерства энергетики Российской Федерации. Абхазскую сторону представляли вице-премьер-министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш, начальник управления казначейства Саид Губазы и представители топливных компаний Абхазии. Завершилась рабочая поездка министра внутренних дел республики Вальтера Будба в Российскую Федерацию. В ходе визита состоялись рабочие встречи с руководителями подразделений Центрального аппарата МВД России, начальниками ряда главных управлений ведомства, на которых обсуждались вопросы межведомственного сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия органов внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью, совершенствования технологий экспертно-криминалистической деятельности, правопорядка и безопасности на приграничных территориях и другие важные вопросы. По инициативе Общественной палаты республики в парламенте состоялась встреча со спикером Лашей Ашуба. На встрече обсуждались рекомендации Совета Общественной палаты относительно передачи в собственность Российской Федерации госдачи Пицунда. В Общественную палату обратились депутаты Пицунского городского собрания с письмом, в котором выражалась озабоченность в связи с передачей земельного участка в особо охраняемой природной зоне и возможном ущемлении прав граждан. Совет Общественной палаты в результате проведенных 7 июля 2022 года слушаний с участием ряда депутатов
депутатов Пицунского городского собрания рекомендовал Комитету по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Народного собрания парламента Республики Абхазия до рассмотрения вопроса о ратификации упомянутого соглашения на заседании Народного собрания провести его экспертизу на предмет соответствия Конституции Республики Абхазия и действующим законам. В советские годы в столице функционировало 3 дома культуры. Они были центрами развлекательной и просветительской деятельности для населения. Какая судьба постигла эти объекты? Специальный репортаж программы. Разрушен и забыт. Такова нынешняя судьба Дома культуры СФТИ, расположенного в Синопе. Стены изрисованные надписями, крыши нет, кругом заросли. Внутрь лучше не заходить, там настоящая свалка. От былого советского величия остались только высокие колонны. Здание в стиле сталинский ампир давно пришло в упадок. Вместо сцены, кинозала, библиотеки и кабинетов – развалины. От нанесенных во время Отечественной войны народа Абхазии ран Дом культуры так и не оправился. Построенный в советские годы, объект долгое время был центром притяжения города. В 1952 году здесь выступал Владимир Высоцкий, приехавший в Абхазию на киносъемки. На сцену Дома культуры выходили известные поэты, писатели, актеры и музыканты. Здесь показывали фильмы, ставили спектакли, читали лекции. Молодежь собиралась на танцевальные вечера, а дети занимались в кружках и секциях. Заслуженная артистка Абхазии Нина Балаева, будучи школьницей, посещала расположенный в ДК молодежный театр «Ровесник». Она поделилась своими воспоминаниями о детстве, частью которого был Советский дом культуры. Занимались бальными танцами, секция была. По-моему, секция туризма была, такого не автомобильного, не как пешего, да, вот. Я помню, вот всяческие, конечно, походы и потом выставки, да, потому что, конечно же, кто-то снимал, само собой. Фотоклуб был, показывали какое-то, не массовое кино, да, собирали какую только возможную информацию, да, о создателях. В рамках этого же киноклуба, конечно, и всякие кинозвезды приглашались, выступали. Я помню, допустим, Барбара Брыльска приезжала, и нигде она не выступала, кроме этого киноклуба. Эта яркая, насыщенная жизнь давно канула в небытие. Когда мы начали выяснять послевоенную судьбу Дома культуры, обнаружилось, что объект не числится ни на балансе администрации, ни на балансе Министерства культуры. Хотя здание внесено в список вновь выявленных объектов историко-культурного наследия. Был добавлен туда после принятия указом президента основного списка, это после 2015 года. Вот его мы включили. Пока еще он не имеет статуса объекта историко-культурного наследия, который находится в основном списке. Однако в соответствии с законодательством, статья 5 об историко-культурном наследии гласит о том, что вновь выявленные объекты тоже имеют такую же силу, как и объекты в государственном списке историко-культурного наследия. Объекты историко-культурного наследия, они не обязательно, что все они находятся на балансе Министерства культуры. То есть они могут быть на балансе администрации, других ведомств. Информации на самом деле пока мало. По этим объектам не проводилась экспертиза, хотя у нас экспертиза, она обязательна для всех объектов, однако регламент экспертизы до сих пор не принят. Следом мы обратились в Государственный комитет по управлению госимуществом и приватизации. Председатель комитета Беслан Кубрава объяснил нам, что объект был признан подлежащим приватизации. Сегодня он находится в частной собственности, однако с 2007 года хозяин здания не занимается его восстановлением. Это здание находится в неприглядном состоянии, оно не функционирует по своему назначению. Поэтому в 2007 году решением правительства, а потом решением парламента этот объект признан как объект, подлежащий приватизации. В соответствии с этими решениями была осуществлена приватизация данного объекта гражданами нашей страны, гражданином нашей страны. Соответствующий договор о приватизации 2007 года имеется. Те условия приватизации
тогда были выполнены, соответствующие суммы государству были внесены. По словам Кубрава, в республике немало объектов, которые по условиям приватизации или аренды не восстановлены в полном объеме. Это, естественно, влияет на внешний облик, на наш имидж и вообще на экономические показатели республики. Есть соответствующее поручение президента, вы знаете об этом, я неоднократно по этому вопросу давал интервью. Мы повседневно занимаемся этими объектами. Но ситуация сложная. Это связано, естественно, восстановление объектов связано с определенными капитальными вложениями, финансовыми ресурсами, которых у тех лиц, которые приватизировали объекты, к сожалению, отсутствуют. Мы находимся в контакте с нашими гражданами или фирмами, которые приватизировали эти объекты. У них свои объяснения, у нас свои доводы. Но это наша повседневная работа. Где-то у нас получается, где-то у них не получается, где-то мы не находим пока взаимопонимания. Хотя все признают, что да, надо восстанавливать. В советские годы в столице функционировали аж 3 дома культуры. Помимо ДК СФТИ, печальная судьба постигла и Дворец культуры железнодорожников, расположенный напротив вокзала. 3-й дом культуры сегодня является Государственным музеем боевой славы имени Арзенба. В СССР были созданы сотни и тысячи таких учреждений. Даже в маленьких селах строились клубы. Однако с развалом Союза рухнула сама система просветительской работы с населением. Насколько сегодня востребован пласт культуры той эпохи? Отсутствие Дворца культуры до сих пор, оно, наверное, обусловлено тем, что на территории города Сухуми имеются такие объекты, как драматический театр, Русдрам, Абхазская государственная филармония, но они занимают как бы свое место, у них свое направление, а Дворец культуры, как известно, это совсем другое. Конечно, в наших мечтах это до 300 мест зрительских, наличие такого зала хорошего с наличием кулис, гардеробных, помещений для занятий вокалом, хореографией и так далее, и так далее. Но это в наших мечтах, мы думаем, что мечты сбудутся когда-то. Жизнь человека не ограничивается домом и работой. Детям и взрослым требуется место для отдыха и саморазвития. В этом смысле дворцы культуры были уникальным явлением. Они отвечали за развлекательную и просветительскую деятельность. Вы знаете прекрасно, насколько это важно, наличие такого здания, такого объекта, потому что если взять наши подведомственные школы, их у нас всего 5, то есть 2 музыкальные школы, 2 школы искусств и 1 художественная школа. Они в себя включают почти до 1000 наших детей, которые получают дополнительное образование здесь, в городе Сухум. Хочу сказать, что художественная школа наша вообще находится не в своем здании. То есть их приютили, и как бы они находятся там тоже, временно получается. Если бы у нас в городе Сухум был свой дворец культуры, то там могли бы заниматься как и хореографические коллективы наши, так и фольклорные, так и вокально-инструментальные. Разные направления у нас сегодня имеются в школах искусств, но, к сожалению, пока нам приходится ждать и надеяться, что это в скором времени будет. Сегодня столичные дворцы культуры выглядят так. Развалины, следы от снарядов, заросли травы и горы мусора. От них, как от советской эпохи, остались только обломки. Эсма Голанзе, Константин Парулова, Камила Джопо, Абхазское телевидение. Благо цивилизации, такие как лифт, вот уже почти 30 лет как недоступны жителям одной из столичных улиц. Жителям многоквартирных домов приходится подниматься на высокие этажи по нескольку раз в день. Подробности у нашего корреспондента Гугуца в Иордании. Не спускаться без лишней надобности на улицу и подниматься тяжелыми шагами на верхние этажи. Для жителей улицы Деповская, 10 и 12 – привычное дело. На протяжении почти 30 лет в этих 2 многоэтажных домах так и не заработал лифт. Точнее, заработал всего на 2 месяца, пару лет назад. Месяцев 2-3 подработала, перепад света, и опять он сгорел. Именно это какой год и сколько пора? Это вот сейчас этот депутат, когда это Шамиль сделал, он 80 тысяч заплатил, при нас отдал деньги, заплатил, мотор они купили, поставили. Поставили все, потом, когда перепад свет был, он сгорел.
А он говорит, потом говорит, уже к кому обращаться после этого? Крышу нам администрация города сделала, программа сделали, воду нам сделали, дорогу сделали. У нас проблема сейчас что стоит? Проблема стоит подвал. Каждый, как дождь начинается, сверху вода, ну, попадает очень, попадает. Потом щит у нас стоит внизу. Потом сейчас недавно вызвали с железной дороги, они выкачали все. Ну, каждый раз просит, умолять, делать это. Вы представляете, здесь дети бегают, здесь все. Эти два дома густонаселенные. Здесь проживают много детей, беременных женщин и пожилых. Некоторые из них на протяжении многих лет даже во двор не спускаются без острой необходимости. 36 семей. Все оба дома полные. Очень много детей. Каждой семье по 3, по 4 детей. Да. Пожилые здесь русская женщина здесь живет, даже, он уже лет 10, наверное, она не спускалась сюда. Только она через балкон разговаривает. Ей обидно, она, знаете, как обидно, пожилая женщина. А у нее кто-то есть? Родственники есть, да, внуки есть, дети большие, да. Но она не может, она с палкой ходит вот так. Ей внуки дают, ну, до этого, до окна дойдет, все. Вы на каком этаже живете? На 6-м этаже. Сколько лет вы уже здесь проживаете? Ну, сколько в этот дом уже вошли, сколько лет уже будет. Да, наверное, будет так, да. И каждый раз вы поднимаете? Каждый раз поднимаемся с пешком, туда и сюда. Иногда приходится очень, конечно, трудно. Как уже было сказано, то приходится на арене, то еще на собрании, то и где кто-то позвал, куда-то, где-то что-то, да. Но, допустим, это очень трудно будет всегда пешком подниматься, спускаться. Как нам рассказали, дома по улице Доповская не относятся к администрации города. Они числятся за республиканским гуманитарным предприятием «Абхазская железная дорога». А в железную дорогу по поводу лифта обращались? Она ничего не могла. Мы говорили, ну что если человек, они говорят, мы не могут. Они нам сделали мусор, убрали. У нас здесь было мусорный. Они нам поставили ящики, поставили все, они убирают. Слава Богу, они все делают. Вот проблема стоит дом, 12-й дом и 10-й дом, только лифты проблема у нас. Проблема с дорогой. Как депутаты приходят, нам щебень насыпают. Ну, щебень один полгода. Как дожди начнутся, все в канаву. И канава заросла. Почистили один раз, 2 раза. Но это большие суммы уходит денег. Они говорят, мы чистить не можем дома. Почти это сколько метров? Метров 50-100 метров на канал чистить. Здесь почистишь одну сторону, а куда она пойдет туда? До конца надо все чистить. По словам управляющего домами республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Джумбера Габуния, лифты в этих домах в сложном состоянии, а на ремонт или установку новых требуется более чем 1,5 миллиона рублей. У АЖД нет таких средств, так как собираемость за коммунальные услуги крайне низкая, рассказывает Габуния. За все эти годы у жителей 2 многоэтажек по улице Доповская общая задолженность более чем 700 тысяч рублей. Вот, пожалуйста, 10-й дом. Одноподъездный, 9-этажный, 36-квартирный. 341 770 рублей. Это за сколько лет? Это вот с момента получения ордера, с момента приватизации мы квартплату берем. Есть вот люди, которые платят, основная масса не платят. А второй дом тоже еще больше, Доповская 12, тоже такой же 36-квартирный, одноподъездный, 9-этажный дом, 374 991 рублей. Каждый месяц сколько должен платить, допустим, там, за мусор, за еще что-то? Я вам скажу, ну в среднем, да, если двухкомнатный, месяц получается от 150 рублей до 200 рублей. За мусор 27 рублей на одного человека. И в год получается 324 рубля. Год на одного человека. И что вы думаете, все платят? Мы, Дом управления, да, мы ежемесячно 25 тысяч перечисляем в спецавтохозяйство. Собрали мы эту сумму, не собрали, им не интересует, потому что у нас заключен договор. Вот именно вот эти дома я не знаю. Пусть они обижаются, ну вот. Понятно, что даже покрыв эту задолженность, суммы на новый лифт будет недостаточно. Однако на эти средства можно было бы произвести ремонт канализации и водопровода. Когда вот эти мелкие аварии связаны с канализацией, там, с водопроводом, сколько вопросов бывает, ну где-то мы могли на это потратить. Но
к сожалению, из-за того, что никто ничего не платит, я вынужден обращаться к генеральному директору, не просить, вот докладную я пишу, чтобы приобрести нужные материалы. Если мой сантехник сможет, да, если не такой крупный, он сможет сам отремонтировать. Но когда капитальный ремонт и все, один человек же это не может, и тогда мы с улицы, да, вот других ребят берем, чтобы помогли, и вот мы им оплачиваем. Я пишу докладную для завершения вот этих работ, столько-то рублей требуется, и генеральный директор перечисляет. В мэрии нас заверили, что этим вопросом уже занимаются, хоть эти дома и не подведомственны столичной администрации. Мы говорим сегодня о адресах Деповская 10 и 12, то в 10 доме, конечно, да, помощь будет им оказана, так как мы по поручению главы города обследовали оба лифта. Один подлежит ремонту, конечно, но на сегодняшний день, да и не совсем на сегодняшний день, огромная, большая проблема с запчастями, так как это все лифты уже старого образца, и просто физически запчасти на них найти практически невозможно. Мы что-то ищем, занимаемся, вся документация готова. Как только будет первая возможность, сразу будет им оказана помощь в 10 доме. Что касается 12 дома, там проблема намного серьезнее, потому что там уже просто физически нечего восстанавливать, он весь обрушенный. И ремонту ни капитальному, никакому он не подлежит просто. Там только, наверное, скорее всего, установка либо нового лифта, либо уже что-то искать, какие-то возможности для того, чтобы попытаться помочь людям. Но пока не найдена такая возможность. Жители улицы Деповская надеются, что их проблема будет в скором времени решена. Гугу Цавардани, Камила Джопо, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В эти дни впервые в Абхазии проходит международный инклюзивный фестиваль национальных культур «Алтын Майдан». В программе фестиваля выставки, ярмарки, народного прикладного творчества, международный этноконкурс «Аламос», мастер-классы и семинары под руководством профессоров ряда российских институтов. 18 июля в Государственной филармонии Абхазии прошел концерт с участием около 600 человек, более 40 фольклорных коллективов из 21 региона Российской Федерации. Подробности в репортаже Сарии Кварцхелия. Этнографическая сказка, неповторимая атмосфера, великолепные костюмы и возможность познакомиться с культурой разных народов. Все это фестиваль национальных культур «Алтын Майдан». До начала концерта несколько часов, а артисты с удовольствием общаются с жителями и гостями столицы. На открытой площадке участники репетируют номера, в которых отображается все многообразие культурного фона народов России. Наш ансамбль называется «Кёрюр». Это лировидный орнамент, который означает благополучие, процветание, и все светлое, связанное с женщинами. Наш коллектив называется «Ансамбль ветеранов труда Заиночки». Мы приехали из Республики Татарстан, город Заинск. В нашем репертуаре народные танцы, эстрадные танцы. Сегодня мы привезли русский танец, завтра мы исполняем чувашский и татарский танцы. Основная цель фестиваля – сохранение традиций народов, укрепление межкультурного диалога, создание атмосферы доверия и взаимопонимания. Автор и руководитель проекта – член Ассамблеи народов Евразии, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Гамира Гадельшина. Это один из фестивалей культурно-просветительского проекта «Алтын Майдан. Золотая площадь», который работает при правительственной газете «Республика Татарстан». Этот проект – это журналистская инициатива, это общественная народная инициатива. Проект существует уже 13 лет. Мы впервые на абхазской земле, чему мы искренне рады, потому что Российская Федерация и ее регионы всегда чувствовали крепкую, братскую, наверное, дружбу, отношения Республики Абхазия. Мы ценим это, и поэтому нам хотелось в год народного наследия Российской Федерации привести сюда представителей традиционной культуры. Долгожданное открытие праздничного концерта началось с традиционного гимна фестиваля «Алтын Майдан». В мероприятии приняли участие около 600 человек, 41 фольклорный коллектив из 21 региона России.
На торжественном открытии фестиваля присутствовал министр культуры Абхазии Даур Кове. Вот глядя в зал, я вижу участников сегодняшнего фестиваля, которые сегодня одеты в свою национальную одежду. Люди, которые несут свою культуру. Я уверен, что сегодня здесь, на этой сцене, каждый из вас продемонстрирует лучшее из своего национального народного фольклора. Для чего все это нужно? Ведь подобного рода мероприятия, как мне видится, дает возможность больше узнать друг о друге. И это удивительная и очень красивая и правильная возможность упрочить и развивать те дружеские отношения, которые сегодня есть между нашими братскими народами. Даур Вадимович – выпускник Башкирского государственного университета. И, конечно же, участники фестиваля из Башкортостана приехали не с пустыми руками. Я думаю, вы немножечко вспомнили свои счастливые годы учебы в столице нашей республики Уфа. Вот. Ну, по традиции, по гостеприимству башкирского народа, мы хотим вам преподнести наш кустянес. Вкуснейший торт, чтобы вы вспомнили о нем. Организаторами международного инклюзивного фестиваля национальных культур «Алтын-Майдан» выступает Министерство культуры Абхазии при поддержке представительства Россотрудничества в республике. Благодаря тому, что вы здесь присутствуете, вы сможете передать то многообразие, которое есть в нашей стране, я имею в виду России, но и почувствуете красоту и богатство нашей страны, я имею в виду Абхазию. В рамках фестиваля ежедневно будут проходить этнические вечера. В программу также входят выставки и ярмарки и международный этноконкурс «Аламас». Инклюзивный фестиваль национальных культур «Алтын-Майдан» проходит в Сухуме, Гулырыпше и Гале с 17 по 23 июля. Сария Кварацхеля, Нарсо Цулукия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 20 июля на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, разной интенсивности гроза, туман. Температура воздуха ночью 18-23, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.